Россия-Таджикистан. Две страны, две культуры, одна история. Россия-Таджикистан. Мост дружбы. Размышления над прошлым, работа в настоящем, взгляд в будущее. О всех аспектах взаимоотношений наших стран мы расскажем на волне 102,2 FM. Радио Саду и Душанбе. В программе Россия-Таджикистан. Мост дружбы. Да, в эфире программа «Россия, Таджикистан, мост дружбы», и с вами ее ведущая я, Гульнура Насреддинова. Здравствуйте. Начну с вариации темы. На фоне неблагоприятной в целом геополитической обстановки российско-таджикские отношения, имеющие характер стратегического партнерства и союзничества, продолжают поступательно развиваться. Взаимоотношения в двухстороннем формате остаются устойчивыми и взаимовыгодными. Неформальные встречи глав государств СНГ в преддверии Нового года – яркий символ значимости объединения для архитектуры евразийского пространства. Также напомню, в мае этого года Москву посетил глава Таджикистана Эмомали Рахмон для участия в праздновании 30-летия подписания договора о создании ОДКБ и 20-летия создания этой организации. Президент Российской Федерации Владимир Путин свой первый зарубежный визит с начала военной операции на Украине совершил именно в Таджикистан. С таджикским коллегой Эмомали Рахмоном российский президент обсудил двухсторонние отношения, обстановку в регионе с упором на Афганистан и перспективы присоединения Таджикистана к Евразийскому экономическому союзу. Президенты двух стран Владимир Путин и Эмомали Рахмон поддерживают дружеские отношения, регулярно созваниваются и проводят очные встречи, в ходе которых обсуждают актуальную повестку и укрепление взаимодействия между государствами. И по словам председателя Ассоциации политологов Таджикистана Сайфулло Сафарова, можно констатировать, что российско-таджикские отношения сохранили, а в чем-то и приумножили свою положительную динамику. Таджикистан и Россия – стратегические партнеры, и одновременно союзнические отношения между ними крепкие. Поэтому между ними очень много факторов действует, которые укрепляют нашу дружбу, нашу интеграцию. Первый, фактор интеграции – это, конечно, мигранты, которые работают там, деньги оттуда отправляют, и они, как говорят, создают новую Россию с русским народом и другими национальностями, которые там проживают. Кроме этого, очень много у нас там студентов, 30 тысяч более. Это многие за счет, конечно, правительства России. Это тоже укрепляет нашу дружбу. И мы уходим в различные организации, в том числе ШОС, СНГ, ОДКБ и так далее. Еще есть моменты, что между Душанбе и Москвой есть еще такие братские исторические чувства, которые в свое время сложились в годы советской власти. Очень многие русские и вообще русскоязычные из России приехали, построили нам заводы, фабрики, дороги, туннели и так далее. Значит, у нас и исторические, и экономические, и по социальному мигранты, конечно, есть факторы, укрепляющие нашу дружбу и, сотрудничество. Сейчас Россия нуждается в трудовые ресурсы в связи с этой войной, которая с Украиной есть. Поэтому думаю, что мигрантов больше поедут туда. Потому что часть мигрантов могут и в Украину, 4 областей, которые там идет строительство, туда могут переехать. Все это выгодно Таджикистану и таджикам. Поскольку те, которые работают, конечно, отправляют, во-первых, нам деньги, во-вторых, их дети могут учиться в России, получать более качественное образование. Они становятся факторами привлечения многих больных для лечения. Значит, это укрепляет и банковскую систему, и нашу, и их. Да, если говорить об экономике, то российско-таджикский товарооборот за 11 месяцев 2022 года составил около 1 миллиард 521,5 миллионов, что на 34,4% больше по сравнению с аналогичными показателями прошлого года. То есть темпы роста довольно высокие, причем они обеспечены вопреки всем пессимистичным прогнозам, на которые не скупились западные эксперты о негативном влиянии на таджикскую экономику антироссийских санкций. И в какой-то степени эти санкции даже способствовали развитию торговли двух стран. В марте этого
года Россия и Таджикистан договорились о переходе в торговых отношениях с американского доллара на российский рубль. Эта мера упростила импорт из России. Теперь нет необходимости конвертировать поступающие денежные переводы в российской валюте на доллары, чтобы приобретать от Таджикистана в России товары и продукцию. На сегодняшний день на рубль уже переведены как минимум 70% контрактов таджикских поставщиков товаров и продукции из России. Что касается инвестиций, то объем российских инвестиций в Таджикистан составил более 1,6 миллиарда долларов за последние 14 лет. Это второе место после Китая. В Таджикистане действует 350 предприятий с участием российского капитала. Причем 50 из них были открыты с начала года. Это в основном малые и средние предприятия. Хотелось бы отметить, что в 2022 году на новый уровень вышло состояние российско-таджикского сотрудничества в сфере науки и образования. В этом году российский кабинет министров выделил 750 квот для абитуриентов из Таджикистана. По сравнению с прошлым учебным годом квота увеличилась на 105 мест, отметил руководитель представительства Россотрудничества в Таджикистане Иван Иванов. Квотных мест, выделенного Таджикистану, эта цифра очень большая. И она не только одна из самых больших в СНГ, но и в мире, я вам так скажу. Это все, скажем так, результаты наших очень близких отношений, стратегических, партнерских отношений между нашими странами. Ну и, конечно же, не в последнюю очередь, благодаря дружбе наших замечательных президентов. Что касается квотной кампании, вы знаете, это очень важный такой инструмент в течение года, связанный с образованием, но далеко не единственный. Квотный набор делается специально в начале, скажем так, календарного года, специально, чтобы у ребят, у абитуриентов была возможность в будущем сориентироваться и выбрать разные варианты поступления в вузы России. Вы знаете, эти квотные экзамены, они являются некой лакмусовой бумажкой не только для того, чтобы, скажем так, отправить ребят получить образование в России и с этим образованием вернуться в родную страну, но и чтобы нам понимать, насколько работает система образования, да, где там какие-то есть моменты, где можно где-то усилить. И по итогам мы смотрим и в том числе устраиваем разные курсы повышения квалификации для преподавателей школ, для вузовских преподавателей. На базе наших центров совершенно бесплатно вместе с Министерством образования и науки Республики Таджикистан. Это такая важная наша гуманитарная миссия. В взаимодействии нашего руководителя Евгения Александровича Примакова и коллег из правительства было принято решение, что эта квота будет постепенно увеличиваться. И в итоге к 2023 году это будет 30 тысяч мест, то есть ее вдвое увеличат на весь мир. Мы, конечно же, рассчитываем, что Таджикистану достанется быть еще. Напомним, на 2023 по 2024 учебный год правительство Российской Федерации запланировало 902 квоты. Как отметил руководитель Россотрудничества, популярная специальность и направление подготовки среди студентов из Таджикистана – это экономика, международные отношения, программная инженерия, лечебное дело и менеджмент. Отметим, что российско-таджикские образовательные контакты не только отвечают интересам народов двух стран, но и формируют прочную основу для укрепления двухсторонних связей на перспективу. В начале сентября при участии лидеров России и Таджикистана в Душанбе, Худжанде, Кулябе, Бахтаре и Турсунзаде были торжественно открыты 5 школ с русским языком и стандартами обучения на 1200 мест каждая. Общий бюджет их строительства и оборудования современной техникой составил порядка 240 миллионов долларов США. По словам директора новой российской средней образовательной школы имени Юрия Гагарина Владимира Гудкова, школа в 2023 году будет базовым центром повышения квалификации для учителей стран СНГ. Школа становится базовым центром повышения квалификации работников образования города Душанбе. Мы будем организовывать курсы повышения квалификации. Мы становимся ресурсным центром. Планируется, что на базе школы откроется республиканский центр сдачи норм ГТО с выдачей значков. С Нового года мы открываем республиканский центр волонтерства. Что это дает таджикским детям? При поступлении в российские вузы значок ГТО добавляет к проходному баллу от 3 до 8 баллов на бюджет. Значит, книжка волонтера от 5 до 15. Это достаточно существенное такое подспорье при поступлении в высшие и среднеспециальные учебные заведения Российской Федерации. Ну и хотелось бы отметить, наверное, что средний возраст педагогического коллектива у нас составляет 35-40 лет. Это молодые профессионалы, которые готовы выдавать лучший и качественный материал, привезенный из Российской Федерации.
школа будет работать по программе «Школа России». Это усредненная программа, позволяющая в полной мере, адекватно и объективно подготовить детей в начальной школе к сдаче первых вступительных экзаменов в среднее звено, девятиклассников подготовить к сдаче обязательного государственного экзамена и в 11 классе единого государственного экзамена. Поэтому со временем, скорее всего, может быть, через год-полтора наша школа станет еще и республиканским центром сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Вот этот вопрос сейчас Министерство просвещения и науки разрабатывается. Я знаю, что коллеги из Министерства образования и науки Таджикистана уже поддержали эту идею. Но и в комплексе хочу сказать, что вот сейчас у нас достраивается стадион. Параллельно у нас еще есть 2 бассейна. Они крытые внутри, то есть будут инструктора по плаванию. Один бассейн большой, по стандартам олимпийским, 25 метров. И один у нас бассейн для малышей, это те, кто будет только учиться плавать. Это уже станет центром притяжения культурных, массовых мероприятий. Мы к этому готовы, мы этого ждали, мы к этому стремимся. И самое главное, что к этому готовы в том числе и управленческое звено, и педагогический коллектив. Напомним, русскоязычные школы в Таджикистане получат свыше $90 миллионов на оснащение от Российского министерства финансов. Соответствующее распоряжение подписал в декабре 2022 года премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин. Документ опубликован на портале правовой информации. Это пример последовательной гуманитарной политики России, которая ранее проспонсировала строительство школ в Душанбе, Кулябе, Худжанде, Бахтаре и Турсунзаде. Там школьники будут обучаться по высоким российским стандартам образования. В документе отмечается, что деньги на реализацию проекта поступят от Минфина в качестве добровольного целевого взноса, пожертвования Евразийский фонд стабилизации и развития. Отметим, что уже 6 лет под эгидой председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в стране осуществляют свою деятельность российские учителя. В текущем учебном году их работает уже свыше 70 человек. Их труд получил самую высокую оценку президента страны Эмомали Рахмона. Важную роль в укреплении сотрудничества играет действующий здесь Российско-Таджикский славянский университет, а также филиалы российских вузов МГУ имени Ломоносова, Национального исследовательского технологического университета МИСИС, Национального исследовательского университета МЭИ. Все эти образовательные учреждения работают в соответствии с российскими образовательными стандартами и выдают своим выпускникам государственные дипломы российского образца. Идет активное сотрудничество между нашими странами и в области здравоохранения. Продолжается реализация программы технической помощи странам Восточной Европы и Центральной Азии в области профилактики, контроля и надзора за ВИЧ, СПИД и другими инфекционными заболеваниями. В рамках данного проекта в Таджикистан были поставлены 2 мобильные клиники, которые хорошо зарекомендовали себя в плане оказания медицинской помощи населению в отдаленных сельских районах. Общая стоимость 2 автомобилей современным оборудованием 41 миллионов рублей. На эти цели правительство Российской Федерации выделило более 391 миллионов рублей. Столь существенная помощь наглядно демонстрирует высокую значимость, которую Россия придает укреплению здоровья братского таджикского народа, сказал советник посланник посольства России в Таджикистане Шамиль Шамсудинов. Мы были участниками очень важного и уже, можно сказать, традиционного мероприятия. Это уже стало доброй традицией. Мы практически ежегодно передаем в дар Республики Таджикистан специализированные мобильные медицинские комплексы как в рамках нашего Евразийского фонда стабилизации и развития, так и по линии других международных организаций при активном участии российской стороны. Фонд выделил, на который были закуплены 2 автопоезда на базе российского автомобиля КАМАЗ, оснащенные специальным медицинским оборудованием российского производства в основном. Это действительно наш вклад в дело укрепления медицины, здоровья населения, профилактики его здоровья таджикского населения, особенно в отдаленных районах республики, тем более вот с учетом особенностей географических, рельефа местности, действительно это большая проблема. Доступность медицинских услуг, медицинского обслуживания населению страны. Поэтому мы надеемся, что данные автопоезда отслужат свою добрую службу многим тысячам и тысячам таджикистанцам, проживающим в отдаленных районах страны. Это дар, это вот зримое воплощение нашего особого внимания к
развитию наших отношений, стратегического партнерства и союзничества с Республикой Таджикистан. Россия, она действительно уделяет огромное внимание развитию наших многогранных отношений с Республикой Таджикистан, особенно в сфере медицины, здравоохранения. Вы знаете, что вот непростые годы, вот последние эти 2 года, когда в мире развернулась пандемия коронавирусной инфекции, Россия одной из первых откликнулась, протянул руку помощи Таджикистану. Мы направили специалистов. Они помогали здесь своим коллегам методически, налаживали работу лабораторий. Мы передавали тест-системы. Сейчас в ближайшее время будет поставлена партия российской вакцины. Такого взаимоотношения дружбы, партнерства. Напомним, общий бюджет программы для Таджикистана на 2013 по 2021 годы превысил 231 миллион рублей. На реализацию текущей фазы программы 2022 по 2024 годы выделено еще более 160 миллионов рублей. Вопросы последовательного наращивания культурно-гуманитарных связей занимают особое место в повестке российско-таджикских отношений. Отрадно, что в этом году с большим успехом в России при поддержке Министерства культуры 2 стран прошли Дни культуры Таджикистана, которые начались галоконцертом в Государственном академическом Московском малом театре, а завершились большим концертом мастеров искусств Таджикистана в Уфе на сцене концертного зала Башкортостана. В текущем году совместно с Российской ассоциацией международного сотрудничества и Россотрудничеством было организовано историческое мероприятие по передаче в Национальный музей страны флага республики, который российский космонавт Сальжан Шарипов в память о своем дедушке взял с собой на МКС. По его словам, бывавший в космосе флаг стал не только достойным экспонатом музея, но и символом дальнейшего укрепления отношений, стратегического партнерства и союзничества между нашими странами, отметил в интервью российский космонавт, герой России Сальжан Шарипов. Это длинная история, конечно. Перед полетом мой друг, товарищ подарил мне флаг и попросил, чтобы этот флаг был в космосе. Это был таджикский флаг, и я этот флаг вернул, передал ему. И вот, хотя уже прошло почти 18 лет, и мы решили передать этот флаг в Национальный музей истории Таджикистана, и этот флаг будет находиться там. И, конечно, ребята, которые будут посещать, или граждане, которые будут посещать этот музей, будут знать, что флаг Таджикистана был в космосе. Важно отметить, что в рамках реализации Российской ассоциации международного сотрудничества и Российским международным благотворительным общественным фондом «Диалог культур. Единый мир» по программе установки за рубежом бюста выдающихся деятелей в российско-таджикской школе был установлен бюст первого космонавта Земли Юрия Гагарина. Мы благодарны руководству Таджикистана и всем жителям республики за то, что здесь берегут историческую память о нашем общем прошлом. Поддержка со стороны таджикских друзей особенно важна сегодня, когда недоброжелатели стремятся переписать нашу общую историю, принизить героические достижения советских людей, отметил посол Российской Федерации Семен Григорьев. Я думаю, что этот бюст станет прекрасным символом и центром притяжения, что и на праздники, связанные с космической темой, и в другие знаменательные дни люди будут приходить сюда, возлагать цветы и всячески вспоминать подвиг первого в мире российского космонавта. Нам еще предстоит очень интересное и важное событие. Герой России Сальжан Шарипов, побывав на Международной космической станции, отвез туда флаг Республики Таджикистан, который передан Национальному музею. Но я думаю, это символизирует только то, что Таджикистан – это космическая держава. И поэтому мы сегодня такими важными шагами отмечаем государственный праздник.
Открытие бюста Юрия Алексеевича в Таджикистане послужит дополнительным импульсом для развития культурно-гуманитарных отношений и дружеских связей между народами России и Таджикистана, резюмировал посол. Да, ситуация в мире остается напряженной, и сегодня важно объединить усилия всех, кто не на словах, а на деле способен внести вклад в ее оздоровления. Происходящее в Афганистане диктует необходимость, с одной стороны, дополнительных мер по обеспечению безопасности на южных рубежах Организации Договора о коллективной безопасности и, с другой, поддержки союзников государств Центральной Азии, которые видят в России гаранта стабильности в регионе. Вы слушали программу «Россия-Таджикистан. Мост дружбы» на 102,2 FM. Будьте с нами. Красная в поле калина, огненный в скалах тюльпан. Дочка России Галина, дочка Востока Гульшан. Ждали нас нивы густые, гор снеговые хребты. Таджикистан и Россия, две молодые судьбы. Таджикистан и Россия, две молодые судьбы. Ла-ла-ла, 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 ла-ла-ла. Окликнула птица, руку пожала рука, и довелось мне напиться из твоего родника. Хлеб разломили впервые, ночь разделили в глуши. Таджикистан и Россия, две половинки души. Таджикистан и Россия, две половинки души. Ла-ла-ла, 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 ла-ла-ла. Две нераздельные жизни, сердцем единым люблю. Вместе с тобой по-таджикски русские песни пою. Вместе нам дали большие, вечные светят костры. Таджикистан и Россия, две неразлучных сестры. Таджикистан и Россия, две неразлучных сестры. Ла-ла-ла, 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 ла-ла-ла. Таджикистан и Россия,